В 2015 году в Камрате открылся промышленный парк. В нем наметили разместить 50 новых предприятий с 2500 рабочих мест. На тот момент 10 экономических агентов заявили о своей готовности вложить в этот проект 1 миллиард 800 миллионов леев. Спустя год для развития парка ничего не было предпринято. Люди все же надеются и ждут, что ситуация изменится и будут открыты рабочие места. Рабочие места, безусловно, там, потому что, наверное, какие-то фабрики, заводы или еще какие-то предприятия были. А значит, и рабочие места. А рабочие места – это самое первое, что должна делать любая власть. И республиканская, и местная, потому что уезжают люди тут не остаются. Если этого не будет, то мы потеряем, особенно малочисленный народ, это быстрее уедут и останутся только люди пожилого возраста. Все бы сидели дома, бы работали рядом с семьей, а так надо кто-то уезжать в Россию, кто-то туда, кто-то туда. У нас молодежь уезжает семьями, потому что негде работать. Это больной вопрос у нас именно в Камрате даже. Сколько можно заниматься этим купи-продай? Нужны рабочие места. И каждый... Я работала в университете, студенты как говорят, мы выучимся, а где нам работать? Первый вопрос, где нам работать? А я всегда им советовала, вы выучитесь, и Бог найдет вам место где-то работать. Но столько времени прошло, ребята так и не нашли свое место и поуезжали. Вот мы общаемся с ними, они просто уехали с Камрата, с Молдовы. Людям нужна работа, чем ехать куда-то на заработки. Лучше бы они остановились здесь и работали бы. Вернулись бы наши все, кто за границей, я так думаю. Детки бы наши вернулись. И было бы работа им. Я думаю, хорошо было. Советник муниципального совета города Камрат Дмитрий Манол считает, что реализация проекта должна быть осуществлена в кратчайшие сроки. Прежним руководством была договоренность, и почти все документы были составлены, 5 миллионов грантовых денег европейских для промышленного парка, для коммуникаций. Там надо подвести газ, воду, дороги, потому что без этого, без инфраструктуры никакого промышленного парка как такового быть не может. Знаете, кто-то делает дороги. Это поле, это просто сельхозземля переведена. И что я еще могу добавить, что если руководство Приморья не будет, скажем так, шустрее заниматься с этим промышленным парком, мы можем вообще потерять это. Значит, эта земля была переведена на 3 года. И какие объекты через 3 года будут стоять на этом промышленном парке, та земля будет переведена в промышленный парк, в землю для промышленного использования, а которая не будет, она назад будет переведена в сельхозземлю. Примар города Камрат Сергей Анастасов отметил, что есть экономические агенты, которые готовы вкладывать свои средства на развитие промышленного парка. Уже есть где-то 7 экономических агентов, которые в основном готовы вкладывать в агрохозяйство. Это и реализация продажи тракторов, техники, сельхоз. И есть еще несколько экономических агентов, которые уже промышленное производство. Сейчас идет только само проектирование парка, идет схематическое, чтобы мы могли получить инвестиции из регионального агентства по капитальным вложениям Гагаузии. Потому что там речь идет о 20 миллионах лей на инфраструктуру данного парка. Потому что каждый инвестор, который приходит, они хотят видеть инфраструктуру дороги, подвод канализации всех систем. Поэтому вот на этом этапе мы сейчас занимаемся этой работой, чтобы ускорить процесс. Потому что у нас первый этап, проект наш прошел промышленного парка, то есть его одобрили. Сейчас вот второй этап, мы должны уже предоставить проекты, техникой экономического обоснования. Население ожидает развития промышленного парка. Многие уверены, что если появится возможность работать на родине, люди станут меньше уезжать.